Всем добрый день, с вами Зада. Сегодня будем готовить грузинское национальное блюдо чахахбили. Чахахбили готовят с домашней курицы, но у меня магазинные бедрышки, и мы будем готовить с бедрышек. Итак, приступим. Для начала помидоры хорошенечко промыть, сделать крестообразные надрезы и залить кипятком. Вот так помидоры оставляем, и дальше займемся бедрышками. Сковороду ставим на огонь. Огонь должен быть средний, либо чуть выше среднего. Наливаем растительное масло, добавляем немного сливочного масла, и вот так бедрышки кожицей вниз отправляем в сковороду. Жарим до тех пор, пока корочка не подрумянится. Дальше нарезаем лук, вот как показано на видео, не сильно тонко, не сильно толсто, вот так четвертинками. Лук подготовили, дальше смотрим, вот бедрышки уже подрумянились, и мы переворачиваем и оставляем на плите, пока эта сторона не подрумянится, точно так же. Дальше займемся помидорами. Воду мы сливаем и очищаем кожицу. И плодоножки убираем. Все, помидоры наши готовы. Теперь я беру толкушку и вот так вот давлю помидоры. Я не нарезаю, не пропускаю через терку, а вот таким образом измельчаю наши помидоры, чтобы оставались и крупные кусочки помидоров. Все, помидоры наши готовы. Теперь смотрим бедрышки, они тоже поджарились, и мы снимаем их. Дальше отправляем лук пассероваться. Мы его не будем жарить, а будем пассеровать до мягкости. Хочу напомнить, что огонь средний, либо чуть выше среднего. Вот лук уже у нас изменил цвет, стал мягким, и пора отправить обратно наши бедрышки. Так, накрываем крышку и тушим минут 15-20. Вот уже прошло время. Теперь мы добавляем пол чайной ложки куркумы для цвета и вкуса. Только не переборщите. Пол ложечки чайной достаточно вот для этого состава ингредиентов. Накрываем крышечку и минут 10 тушим. Теперь подготавливаем чеснок. Его я тоже не пропускаю через пресс, а вот таким образом измельчаю. Вначале давлю, а потом ножичком нарезаю. Вот как на видео. Дальше берем зелень. Обязательно надо взять кинзу и базилик. Если нет базилика свежего, можно взять сухой базилик, как я. Ну, можно, конечно, и укроп, и петрушку добавить, что есть дома. Но у меня только кинза была дома, поэтому я взяла только кинзу, где-то 1,5 пучка. Нарезали зелень, подготовили. Теперь добавляем помидоры в сковороду. Дальше специи. Вот я тут добавила чайную ложку сахара, чайную ложку соли, столовую ложку паприки копченой и чайную ложку красного перца острого. Но вначале надо вот так вот умеренно положить специи, а потом будете пробовать. Если чего-то хватать не будет, будете добавлять. Дальше томат, пасту. Видите, у меня соли маловато было, я еще 1 чайную ложку добавила. Дальше сухой базилик, столовую ложку. Все хорошенечко перемешаем. Накроем крышкой и томим
А теперь уже до готовности, минут 15-20. Теперь уже время прошло, и мы добавляем сливочное масло. Это уже по вкусу, грамм 15-20, не более. Зелень и чеснок. Все хорошенечко перемешаем, накроем крышечкой, выключим огонь и даем настояться минут 10-15. Наш чахохбили готов. Он настолько ароматный, настолько вкусный. Вот попробуйте приготовить. По моему рецепту, и я уверена, он понравится как взрослым, так и детям. Рецепт очень простой, домашний, а получается прямо ресторанное блюдо. Всем приятного аппетита!